Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Строительство жилых домов и промышленных объектов в условиях Крайнего Севера требует применения особых способов и технологий. Низкие температуры и связанные с этим значительные потери тепла – это далеко не единственный фактор, осложняющий строительный процесс. Какие еще возникают проблемы при строительстве и какие новые технологии внедряются, мы узнаем сегодня у директора Якутского проектного научно-исследовательского института строительства Ольги Матвеевой. Ольга Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш институт уже более 50 лет разрабатывает новые методы строительства. Исходя из вашей практики, в чем заключаются основные сложности, с которыми сталкиваются инженеры и строители в наших суровых условиях? Основная сложность – это специфические грунтовые условия. Практически вся территория республики находится на вечной мерзлоте, и вот правильно спроектировать здание и сооружение, чтобы на весь срок службы было устойчивым, вот это вот как раз и есть одна из самых главных специфик проектирования, строительства и эксплуатации сооружений. А какие новшества может предложить сегодня наука для строительной отрасли нашей республики? Но вот если рассматривать наш институт, вообще говоря, это очень обширный вопрос, но я буду касаться только деятельности нашего института. И наше направление – это, основание и фундамент, правильное использование оснований. И второе направление – это обеспечение долговечности строительных конструкций. Если касается оснований, то вот как раз все начинается в первую очередь с изысканий, правильно оценить площадку и дальше проектировать, уже выбрать правильные конструкции фундаментов и назначить материалы, которые будут иметь большую долговечность. В этом плане, конечно, у нас есть новые разработки, которые можно было бы внедрять на территории республики достаточно широко. Основное, правда, в последние годы основное строительство у нас сосредоточено в Якутске, поэтому мы на площадках Якутска в основном работали, а сейчас мы можем предложить работать и на других, и в том числе в арктических улусах. Такая технология, допустим, буронабивных свай, которые можно развивать в отдаленных районах, там, где нет заводов ЖБИ, можно прямо на площадке устраивать фундаментные конструкции, организовывать производство фундаментных конструкций. Есть, предложение по устройству поверхностных фундаментов. То есть это плитные фундаменты. И одно из самых, в общем-то, больших достижений института – это вот то, что мы обосновали строительство на намывных грунтах. Эта же технология устройства подготовки территорий, она с успехом может применяться и в арктических районах. Скажите, каким требованиям должны отвечать современные сооружения на севере? И в любом случае, чем-то эти современные требования отличаются от прошлых? Это нельзя формулировать, что современные требования, они отличаются от прошлых, но вообще говоря, начиная с изысканий, есть нормативные требования. И они, в принципе, с советского времени все еще действуют. Есть часть... Практически все нормативные документы, которые существовали в советское время, они сейчас актуализированы и переработаны. Часть проектных документов, нормативных документов, она с большим нововведением, а часть, в общем-то, она дублирует те прошлые требования. Но в частности, и потом введение таких федеральных законов, как градостроительный кодекс, закон о техническом регулировании, о безопасности зданий и сооружений, они позволили разработать уже более 500 нормативных документов, в которых есть в том числе и требования по региональным нашим условиям. То есть учет вечно мерзлых грунтов и низких температур для железобетонных конструкций. В частности, допустим, нужно отметить, что все нормативные документы, они сейчас гармонизируются с европейскими нормами. И вот в этом плане долговечность бетонов задана
задано очень чрезмерно высокое в некоторых условиях. Особенно это касается арктических районов, там, где может быть влияние, морское влияние. И вот это может поставить достаточно сложную ситуацию, что там, в этих районах, трудно будет обеспечить ту проектную, вернее, нормативную долговечность, которая сейчас записана в СНИПах, в сводах правил. В принципе, они, значит, учитывают последние нормативные документы, они учитывают все сложности и в проектировании на вечно мерзлых грунтах, и назначении теплозащитных характеристик зданий и долговечности бетонов конструкций. Говоря о строительстве, мы имеем в виду уже не только жилые здания и дома, но и крупные инфраструктурные проекты и промышленные сооружения. Можно ли сказать, что они строятся по новым технологиям? Да, конечно, обязательно. Промышленные объекты, они в первую очередь начинают строиться. И там очень жесткие требования отраслевые. Допустим, Роснефть имеет свои нормативные документы, которые более жесткие, чем общестроительные нормативные документы. У дорожников разработан целый ряд нормативных документов, стандартов, которые, значит, требуют тоже более высокого качества. У газовиков, у электриков свои нормативные документы. Поэтому все, что касается промышленности, в принципе, это считается уже более жесткими и с высоким требованием, чем общестроительные работы. Насколько я знаю, ваш проект является частью научно-образовательного центра «Север», территории устойчивого развития. Расскажите, какие исследования и разработки вы реализуете в рамках научно-образовательного центра? Ну, во-первых, научно-образовательный центр, мы планируем, что там мы будем создавать научно-исследовательский центр расширения лабораторной базы, экспериментальной базы научно-исследовательского института нашего. И основные научные исследования, которые направлены, это вот основание и фундаменты, приспособление зданий в оттаивающих или при изменении климата. И второе направление – это по строительным материалам, и в частности циолитовые материалы, в которые мы разработали в последние годы. Это легкие пористые материалы и легкие бетоны, суперлегкие бетоны, которые можно применять при строительстве у нас на севере в качестве однослойных стен. Вот это вот основное направление исследований, которое мы будем в будущем организовывать. На ваш взгляд, готов ли российский рынок к технологическому прорыву, о котором сейчас так часто говорят? И если нет, то как вы думаете, как это можно исправить? Ну, вообще говоря, за последние 3-4 года, даже 5 лет можно сказать, что у нас появилась строительная техника. Если, допустим, вот та же самая технология пористого материала 5-7 лет назад, мы не могли ее реализовать, технологию это не могли реализовать, потому что отсутствовали машины, механизмы, комплексы для того, чтобы выпустить такой заполнитель. Сейчас уже разработаны отечественные комплексы и оборудование для того, чтобы организовывать такие производства. Вот, к примеру, значит, в Сунтаре мы помогли разработать технологию производства пористого пеноциолита. Мы нашли предприятие, которое смогло поставить комплекс оборудования, скомплектовать линию и запустить эту линию. В прошлом году, в декабре месяце, предприятие уже начало промышленный выпуск этого заполнителя. В то же время, допустим, 7-10 лет назад не было универсальных комплексов по выпуску бетонных смесей, по выпуску бетонных камней. Сейчас этот рынок уже заполнен, и это тоже продвижение вперед. Поэтому в плане технологии строительного производства, строительных материалов, в принципе, машиностроительная отрасль у нас уже начала развитие, и причем имеет такое направление к производству. И это вот как раз то, что можно легко организовывать в наших районах и запускать эти производства. В этом плане прорыв может быть.
Ну и мы видим, что по городу вокруг за последние годы, за последние десятилетия очень много появилось бетонных заводов. И практически это достаточно доступные технологически линии, на которых можно производить бетонные смеси и начать производство монолитного, участвовать в монолитном домостроении и в других видах строительства. Ольга Иннокентьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. О новых технологиях в строительстве в условиях Крайнего Севера мы говорили с директором Якутского проектного научно-исследовательского института строительства Ольгой Матвеевой. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.